Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И это время мы посвятим крымским новостям, новостям из оккупированного Крыма. И вот сегодня пришла оттуда новость, что запланированное на сегодня заседание Южного окружного суда, военного суда Ростова-на-Дону, российского суда, в отношении фигурантов Белогорского дела, Белогорской группы, которую обвиняют в терроризме за, в том числе, участие в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир, не состоялось из-за плохого состояния здоровья Айдера Джапарова. Он не смог присутствовать на заседании и отказался выходить из камеры из-за плохого самочувствия. Вот по информации адвокатов, у него на пальце образовалось гнойное воспаление. И вот о состоянии его здоровья и о подробностях этого дела мы поговорим с адвокатом Назимом Шейхмамбетовым. Он с нами на связи. Добрый вечер, Назим ага. Да, добрый вечер. А в каком состоянии Айдер Джапаров? Что с ним? Насколько это серьезное состояние и нуждается ли он в какой-то экстренной помощи? Вчера во время судебного заседания, до заседания, Айдар рассказал, в том числе и мне, что у него возникли проблемы в следственном изоляторе со здоровьем. В частности, у него на пальцах образовались какие-то нагноения с его слов, потому что у него были пальцы перебинтованы. Вот. Значит, он сообщил, что у него на протяжении уже определенного времени есть проблемы. Он обращался в медсанчасть следственного изолятора номер 1 города Ростов-на-Дону. Вот. Ему ставят повязки, накладывают мазь какую-то. Вот. Но он написал заявление для того, чтобы его осмотрел специализированный врач, не общей практики, а для того, чтобы вопрос решить возможным оперативным вмешательством. Вот. Подробности непосредственно, что за проблема у Айдара, будут известны, скорее всего, 17 числа. Сегодня в ходе судебного заседания оно, собственно, началось ввиду того, что не доставили Джапарова, в том числе и Амировых. Суд начался, мы и отложили. Ну, в ходе этого заседания суд направил в изолятор запрос. В принципе, в том числе поставил вопрос о состоянии здоровья, что на данный момент происходит со здоровьем, в том числе Джапарова. 18 числа состоится заседание. Я думаю, надеюсь, что такая информация уже будет получена. А что должно было быть на заседании суда? Вчера, значит, мы продолжили представлять доказательства. Мы допросили 7 свидетелей. Сегодня также планировали допрос свидетелей. Также вчера были исследования работы специалистов, которые были выполнены по нашим запросам. Но суд отказался, к сожалению, запрашивать данных специалистов, ограничившись исследованием при общении заключения специалистов. Также было заявлено ряд ходатайств. Суд принял решение разрешить данные ходатайства в последующем судебном заседании. Ну, собственно, 17 числа, если судебное заседание состоится, мы планируем допросить свидетелей оставшихся и разрешить заявленные ранее ходатайства. И, скорее всего, будем переходить уже к прениям. И я так полагаю, что в ближайшее время по данному делу будет вынесено итоговое решение. А кто ваши свидетели и о чем они свидетельствуют? Свидетели — это те люди, которые были знакомы до задержания с подсудимыми, нашими подзащитными, в том числе соседи, и люди, которые работали вместе и так далее. То есть они в большей степени характеризуют, дают показания, характеризующие наших подзащитных. Здесь важный момент, согласно обвинительному заключению, в том числе мой подзащитный Умеров Анвирата, это человек, которому уже за 60, около 60 лет. По мнению обвинения, он совершил преступление террористической направленности на
национальной нетерпимости. Вот в последнем заседании у нас было запрошено двое свидетелей, в том числе среди прочих, это сосед и соседка Энверага. По национальности они русские, исповедуют христианство, но они дали абсолютно такие показания, которые абсолютно опровергают вот такую, скажем так, версию обвинения. То есть эти люди говорят о исключительно положительных характеристиках, дают по моему подзащитному. Эта женщина 41-го года рождения, уже женщина в годах, она назвала Энверага «выбрали меня как сын», это ее слова. То есть я к вам очень хорошо отношусь за весь период знакомства, это с начала 90-х годов, с момента переезда на историческую родину. Собственно, эти люди были знакомы, ничего плохого сказать о них не могут и характеризуют исключительно положительно. Поэтому это еще раз свидетельствует о том, что в действиях наших правозащитных никакого насилия, никакой нетерпимости, никакого терроризма нету. Благодарю вас за то, что были с нами на связи и рассказали подробности этого сфабрикованного дела против крымских татар, так называемая вторая белогорская группа. Они были задержаны 10 июня 2019 года в Луштинском регионе, Белогорском и Симферопольских районах. Это 8 человек: Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров. И вот и как раз те, о ком мы говорили, Айдар Джапаров был среди них. А мы переходим к другой теме, и крымский блок хочется закончить, ну, если можно так сказать, позитивными новостями, хотя позитивного тоже в них, наверное, не очень много. Осужденные по делам за терроризм крымчане Сервер Мустафаев и Вадим Серук, которых правозащитный центр «Мемориал» признал политузниками, попали в короткий список финалистов 3-го украинско-крымско-татарского литературного конкурса «Крымский инжир». Так, Сервер Мустафаев стал финалистом в номинации «Проза на крымско-татарском языке», а Вадим Серук в поэзии на украинском о Крыме. И вот об этом мы поговорим с Алимом Алиевым, организатором этого конкурса и директором Украинского института, если я правильно сейчас назвал вашу должность. Добрый вечер, Алим. Ассаляму алейкум, добрый вечер. Заместитель генерального директора. Повысил вас немножко, прошу прощения. Как так вдруг оказалось, что, оказывается, Сервер Мустафаев и Вадим Серук пишут? Как вы вообще это узнали? Как к вам их работы попали? Вы знаете, для нас уже, когда мы во второй год крымского инжира получаем работы от наших от политузников, на самом деле это очень трогательный и волнительный момент, потому что тексты, которые приходят, это не просто поэзия, либо не просто проза, это тексты, прожитые этими людьми, это часто с биографическими какими-то элементами, да, и Сервер Мустафаев в прошлом году присылал свой текст, он присылал поэзию на крымско-татарском языке, в этом году он присылал прозу на крымско-татарском языке, и в прошлом году, и в этом году это такое воззвание к своему народу, это фактически часть, он демонстрирует часть того опыта, который, к сожалению, у него был и есть в тюрьме, как это все происходит, и ради чего он сейчас находится там. Вадим Серук как раз-таки писал текст на украинском языке, это поэзия на украинском языке, и это такая поэзия очень, я бы назвал бы ее интимной, потому что она относится к... Это такое обращение к своей семье, к своей жене, к своим детям и относительно того, что, конечно, все будет хорошо. А у вас, случайно, под рукой нету какого-нибудь отрывка из, например, стихотворения Вадима Серука? К сожалению, сейчас чтобы нет, мы могли но бы... да, если бы уже на следующие эфиры можно Хорошо, вам передать, да. вы зачитаете. Обязательно. Как вы оценивали, кто оценивал эти работы и почему они попали уже в этот короткий лист?
Это было 9 членов жюри, которые в своих номинациях, это была крымско-татарская группа под жюри, это была украинская группа под жюри, которые оценивали в своих номинациях тексты. И, собственно, эти тексты и поэзию, и прозу оценивали люди очень разных профилей, начиная от детских известных писателей до, например, Андрея Куркова, известного украинского писателя, либо Катерина Калитка, которая пишет, собственно, одну из лучших поэтических текстов в стране. Оценивается содержание, вот тот бэкграунд, который заложен в работах, или все-таки еще и литературные качества? Естественно, оценивается все. И содержание, и харизма текста, и знание языка, и литературные качества. Если мы говорим о переводах, то в переводах оценивается как раз-таки, насколько эти переводы сопоставимы с оригиналом, и вот сама магия текста, насколько хорошо выписан был перевод. Поэтому у нас билингвинальное жюри, и мы работаем вот в такой постоянной коммуникации друг с другом. Поэтому у нас из членов жюри это 9 человек, и, собственно, они оценивали эти тексты. А с кем Сервер Мустафаев и Вадим Сирук будут соревноваться? У нас по состоянию на сегодня это 9 категорий, и если говорить о темах, то темы очень разные. Да. Это и тема Крыма в советские годы, это тема, например, гибели в этом году мальчика Мусы в Крыму, да, и это тема, конечно же, снова же тема депортации. В этом году, если говорить о переводах, то мы разрешили переводить и классическую литературу, поэтому мы видим, что и переведен на крымстарский язык и Александр Довженко, и Тарас Шевченко на украинский язык переведен, и, например, Умер Ипче со своей пьесой «Фахише». Ну вот в номинации с Сервером Мустафаевым кто будет еще? Вы, наверное, сегодня видели этот список. В номинации с Сервером Мустафаевым это тексты на крымско-татарском языке. Да, это еще, кажется, не кажется, а точно 2 автора. То если вспоминать, то есть вы понимаете, что у нас было около 300 текстов, очень разных, и мы читали их на протяжении 3 месяцев, то вот тема, которую я назвал, они в том числе попадают в эти номинации. Да? Если говорить о поэзии и там, где представлена поэзия Вадима Сирука, да, то она касается как Крыма туристического, да, то есть глазами людей, которые туда приехали, так и Крыма, каким он стал с 2014 года. Вы знаете, в принципе, литература, поэзия, проза — это такая рефлексия на события, которые есть. И люди, естественно, таким образом, наверное, это сублимация того, что происходит в Крыму, и вот этих просто трагических, тяжелых моментов, которые переживают и украинцы, и крымские татары, и представители разных национальностей. Знаете, что я замечу? Вот сегодня, когда я смотрел на наших финалистов, то, например, в поэзии, это в прозе на украинском языке, в финалистах у нас есть авторы из Турции. Также в других категориях у нас есть авторы из Грузии. То есть конкурс действительно уже он и границы Украины перешагивает. Это, конечно же, очень приятно. Я еще отмечу еще один факт относительно конкурса. То, например, когда каждый член жюри
получал работы в закодированном, зашифрованном виде. Мы не знали ни фамилий, ни имен. Да, но когда вот этой ночью это произошло фактически, когда мы делали расшифровку финалистов, то мы увидели много неизвестных имен, и это, конечно же, не может радовать, потому что это говорит о том, что не только конкурс развивается, но и крымстарская литература развивается, и украинские поэты и писатели в том числе, и достаточно именитые, которые подавались в этом году на конкурс, они рефлексируют на тему Крыма. Когда будут результаты? Когда мы узнаем победителей? В этом году это, конечно же, связано с пандемией. Оглашение результатов будет в режиме онлайн, и мы постараемся сделать это под конец года, 26-27 числа декабря. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Алим Алиев, организатор конкурса «Крымский инжир» и заместитель Украинского института, был с нами на связи. А наше время сейчас подошло к концу. Буквально через 5 минут в этой студии встречайте Ульяне Ситумерову с украинским выпуском новостей. А мы с вами встретимся уже сразу после. До новых встреч!